Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для рыб. Рассмотрим основные события на колоде Таро, на колодах Ленорман, отношения, работу, финансы и совет. Сначала основные события. Колода из старших арканов. Месяц делим на 3 части по 10 дней. Первая у нас часть месяца для рыб. Выпадает карта «Влюбленные». Вторая карта «Иерофант». И третья карта «Сила». Итак, первые 10 дней для рыб будут временем, когда нужно принять на себя какую-то ответственность. Скорее всего, либо ситуация будет складываться таким образом, что не обойдешь вот эту необходимость, да, для того, чтобы взять на себя ответственность, принять решение. Либо люди будут какие-то новые появляться. Вот эта карта действительно может быть судьбоносной встречи, да, то есть отображать какую-то встречу важную с человеком, за которого вам нужно будет взять ответственность. И эта карта говорит о том, что нужно быть очень внимательным при выборе, потому что вы можете даже вот выбрать не того человека, какого нужно, и когда вы, вы можете не оценить в должной мере, да, что это за человек, и потом могут инстинкты проявиться, страсть, да, отношения могут завязаться, а потом могут быть плохие последствия. То есть нужно сначала посмотреть, подходит ли вам человек, сходятся ли у вас интересы, общие ли они. То есть вот эта карта говорит о том, что мы сначала встречаемся с людьми, начинаем их узнавать. Если у нас сходятся мысли, сходятся интересы, они становятся нашей второй половинкой. Если же, допустим, мы сначала стали второй половинкой, а потом выясняется, что интересы разные, мысли разные, мировоззрение разные, то нет возможности вместе быть, и тогда вот приходится разрывать отношения, и это очень больно. То есть нужно сначала посмотреть, ваш это человек или нет, потому что природа, она все равно возьмет свое, и вы даже начав отношения с другим человеком, не вашим, да, вы можете испытывать, начать чувства к нему. То есть вот эти вот два дерева, это дерево страсти, это дерево разума, да. Девушка прежде всего здесь у нас, да, она должна думать, потому что мужчине легче в данной ситуации. Кроме того, если не говорить об отношениях, если уже у вас есть пара, то здесь тоже может быть такое обновление чувств у вас. Здесь уже вам задумываться особо не нужно, да, вы уже создали пару. Здесь может быть прямо вот обновление чувств, страсть. Может быть, кстати, для тех пар, которые еще не в браке, появится желание зарегистрировать отношения. Да, вот карта очень хорошая для этого. Кроме того, может быть, придется какое-то важное решение принимать относительно вас обоих. Если говорить о событиях каких-то, о работе, допустим, о финансах, да, то здесь вот реально может быть выбор и благословение от судьбы. Если, допустим, мы правильную дорогу выбираем, если у нас правильные желания и все прочее, то будет помощь от жизни. Причем такая мощная, да, что мы вот даже не ожидали. Если, допустим, в нашей жизни начинает все вот как-то получаться, идти вот, знаете, просто как по маслу, да, значит, мы правильный путь выбрали, и нам помогают высшие силы. Для тех, кто... Также карта коммуникаций, да, знакомств, связей, звонков, информации. Очень много будет передвижений, скорее всего, вот по этой карте. Очень много может быть суеты. И вот самое главное здесь выбирать то, что важно. И не тратить свои силы, энергию на то, что нам не нужно. Карты связаны также с обучением. Если, допустим, нужно получить какое-то базовое образование, да, вот вы можете найти то, что необходимо вам. Теперь вторая часть марта для рыб. Выпадает карта Иерофанта. И она говорит о том, что, скорее всего, в вашей жизни появится человек, который поможет вам по-другому взглянуть на вещи. Может быть, для вас откроются какие-то важные моменты. Вот, кстати, вот эта карта выбора, да, она как раз очень хорошо помогает понять вот вторую карту. То есть, если, допустим, вам самим будет сложно
то, скорее всего, в вашу жизнь придет человек, который вам сможет это объяснить. Либо вы сами как-то сможете мудро разобраться, то есть в этой роли вы можете сами выступать, да, если как бы подумаете, если обратитесь внутрь себя и обязательно найдете ответы на все вопросы, правильно сделайте выбор. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то важные вопросы, связанные с вышестоящими лицами, да, может быть какие-то обряды религиозные. Если, допустим, вы приняли решение о свадьбе, то здесь может быть уже даже венчание или, в общем, какие-то тут обрядовые могут быть ситуации. Может быть у кого-то, допустим, крещение или еще что-то. В общем, может даже какие-то семейные праздники, когда у вас есть традиция, допустим, собираться в определенный день всей семьей, там бабушки, дедушки, родители, дети, внуки и так далее. То есть может быть и такое. Также карта говорит о том, что вам, скорее всего, сложно решить какой-то вопрос, и вам нужен такой посредник, чтобы человек знающий, мудрый или человек, специалист хороший, который бы помог вам в чем-то. То есть это не обязательно отношения. Это может быть связано и с деятельностью. Да? Когда мы занимаемся каким-то делом, у нас не всегда вопросы материального характера возникают или, допустим, там вопросы денежные. Да? Могут быть вопросы взаимоотношений или вопросы власти, или вопросы отношений там в коллективе, или как, допустим, нам совместить каждодневные вот эти моменты в деятельности с какой-то высшей целью, да, с каким-то смыслом. Может быть, мы можем искать смысл просто в своей деятельности. Карты связаны с учительством, с преподаванием. Да, для тех, кто именно в этой сфере, очень удачный момент. Хорошо здесь там книги писать, выступления хорошо удаются. К нашим словам прислушиваются, мы можем стать очень влиятельным на этот период, уважения и так далее, и так далее. И вообще, если, допустим, были какие-то у вас вопросы, и вы старались до них дойти даже самостоятельно, вот и жизнь может вам открыть это. Давайте посмотрим, что ждет в третьей части месяца рыб. Здесь выпадает карта сила. И если говорить вот сразу о всех картах, которые, конечно же, влияют друг на друга, да, то вы как раз вот этим своим пониманием, выбором станете сильнее. Вы почувствуете, что вот если вы сделаете правильный выбор, вы почувствуете, что выражаете себя так, как вот вам по природе свойственно. То есть у вас откроется огромное количество энергии, которую вы можете направить и в отношения, и в работу, в зарабатывание денег. Вы можете вот эту часть месяца посвятить отдыху, отпуску, поездкам, может быть, там на природу. Также карта говорит о том, что можно заняться своей внешностью, да, можно как-то решить какие-то вопросы, связанные с какими-то проектами очень успешно. Может быть, здесь влюбленность для кого-то, очень яркое чувство, такое страстное. Может быть, у кого-то с детьми какие-то вопросы будут возникать. То есть, очень хорошая вот эта карта, она как, знаете, такое вот солнце, прояснение, да, в вашей жизни. То есть, если здесь были какие-то сложности и вопросы, то здесь вообще вы уже совсем разберетесь и будете просто наслаждаться жизнью, радоваться жизни. Вы будете в центре внимания, вы будете уважаемым человеком. Где бы вы ни находились, вы всегда будете обращать на себя внимание. Кроме того, вы можете, знаете, как-то со стороны себя научиться видеть. Хорошая карта для занятия спортом, для того, чтобы побеждать в каких-то конкурсах, соревнованиях. Может быть, призы какие-то будут. Но вот с игрой тут вряд ли будет что-то связано. Либо вас будут останавливать какие-то вот ваши внутренние ценности. Да, скорее всего, нет здесь. Вот чтобы заняться творчеством, любимым делом, прям посвятить себе время, выразить как-то себя. Вот замечательное время для ваших талантов. Может быть, даже придется в какой-то момент решительность, мужество проявить. Да, может быть, будут такие ситуации. Но в любом случае вы справляетесь здесь. Отношения для рыб в марте. Для тех, кто пока без пары.
для тех, кто в паре, и для тех, кто в ссоре. 3 карты на работу достанем. Для тех, кто в поиске, для тех, кто работает, у кого свое дело, финансы, совет, отношения. Для тех, кто пока что без пары, выпадает карта мыши. В этой колоде мыши очень такие симпатичные, да, то есть здесь вот наоборот у вас, обычно к этой карте мы относимся как-то отрицательно, да, а здесь у нас может появиться в нашей жизни человек, который привнесет в нее что-то ценное, важное, жизненно важное, да, вот как яблоко, это же питание, да, это жизненная сила. Также карта говорит о том, что может быть этот человек такой как бы домовитый, да, он любит, чтобы все в дом, он любит, чтобы у него как бы уверенность была в завтрашнем дне. И в любых сложных временах он ведет себя очень, скорее всего, ну, в общем, умеет приспосабливаться, да, к жизни. Это вот очень хорошее качество, в принципе, для того, чтобы выжить, да, для выживания. Также вот эта карта связана с трудом, с каждодневными какими-то делами, производственными процессами. То есть этот человек, скорее всего, любит трудиться, да, он много времени посвящает работе. Также, кстати, может быть, человек умеет сотрудничать. Это тоже хорошо, потому что вот здесь вот как бы работа в команде, да, работа с другими людьми. Человек умеет ладить. Очень хорошие возможности. Для тех, кто в паре, выпадает карта плеть. Эта карта связана с последствиями наших поступков, связана с Плутоном. Здесь, конечно, могут быть очень какие-то сильные, мощные, неожиданные события будут происходить в паре. И, скорее всего, вы эти события заложили уже давно. Либо была какая-то ссора раньше, непонимание. И вот на этой неделе это все может проявиться. Могут быть и ссоры, могут быть и какие-то переживания. И вы знаете, вот эта карта еще с зависимостью связана. Если один из партнеров от другого зависит, нужно подумать, в чем причина. Просто так зависимость не возникает. И обычно, если мы зависим от другого человека, это проблема не другого человека, а нас. Мы можем зависеть, если, допустим, у нас недостаточно материальных средств. Да, это значит, что нужно научиться зарабатывать. Если нам не хватает там образования, профессии, нужно этому учиться. Если мы не можем, допустим, без чувств другого человека обходиться, значит, не любим себя как следует. Может быть, нужно научиться как-то себя ярко проявлять, радовать себя вот именно какой-то индивидуальным проявлением в творчестве, в каких-то хобби, чтобы мы получали вот эту радость от каких-то, ну, как сказать, от какого-то дела, которое мы сами можем осуществлять, да, то есть чтобы мы ни от кого не зависели и в вопросах чувств. И вот когда вы проработаете именно свое поведение зависимости, да, то тогда выяснится, что как бы ваш партнер вообще ни при чем. И вы будете чувствовать себя комфортно, и он будет чувствовать себя комфортно. Если вот эта карта выпадает, это всегда намек на то, что нам нужно работать над собой, нам нужно становиться самодостаточными, потому что любая зависимость, она убивает отношения все равно. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта ребенок. Карта говорит о том, что могут возникать вопросы, допустим, о новых каких-то отношениях. Может быть, появился какой-то новый человек у вас или у вашего партнера, и это вот вызвало ревность, допустим. Может быть, он даже на самом деле и не был, ну, как бы для вас кем-то важным, да, это может быть просто какой-то человек в вашем обществе мелькнул, и вот может быть уже ревность, да. И вот карта говорит о том, что нужно поговорить на чистоту, нужно выяснить все, нужно вести себя очень искренне. Может быть, партнер ваш ведет себя
по-детски как-то незрело, может быть, вы, да, то есть нужно вот как-то до нормы все это довести для того, чтобы договориться. Может быть, один из партнеров слишком заботится о другом, другой не отдает ему в той же мере. Тоже здесь могут быть конфликты. Тоже, значит, нужно решить вопрос ответственности, да, кто за что отвечает. Для работы посмотрим. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта рыбы. Замечательная карта, которая говорит о том, что работа будет работа денежная, с перспективами. Могут быть, конечно, поездки, разъезды и так далее. Может быть, обучение. Но в любом случае вы тут расправите крылья, да, вы будете вот как рыба в воде, вы будете самими собой, будете себя выражать. Для тех, кто работает, выпадает карта всадник, здесь все новое. Может быть, кстати, новая работа, может быть, новые просто события, какие-то люди приходят в ваш коллектив. Или, может быть, у вас будет там повышение по службе, может быть, переезд, допустим, в другой филиал, перевод, может быть, какие-то вот важные перемены, которые связаны как раз с информацией, с коммуникацией, с назначениями, да, в общем, какие-то люди новые, идеи новые, все, бумаги, кстати, тоже, билеты, поездки. Может быть, кстати, вы просто уедете в отпуск, да, или уедете к себе там на родину, как-то отвлечетесь на этот период. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта звезды. Эта карта говорит о том, что будет все у вас замечательно, дорогие рыбы, в этом месяце. Ваше дело будет просто процветать, притягивать будет новых клиентов, новые возможности, новые источники дохода могут открываться, новые договоры. Причем здесь море, да, то есть море возможностей новых открывается. Прямо такое вот может быть возрождение. Также карта связана с 11 домом гороскопа, а это значит, что вы как-то правильно очень ведете дела, что вас в коллективе уважают, слушают, либо вот те люди, с которыми вы общаетесь, возможно, удаленно по интернету, да, они тоже очень ценят ваши услуги, и о вас вот слава может распространяться, денежки могут приходить тоже, кстати, по безналичному расчету. Также карта говорит о том, что можете строить планы какие-то очень серьезные. Очень важно просчитывать наперед там доходы или рассчитывать наперед, ну, как вы будете строить там политику компании и так далее, и так далее. Это очень важно. Вот именно такой стратегический подход должен быть. Также карта хорошей репутации, да, то есть если, допустим, у вас ее еще нет, нужно этим заняться. Если она есть, нужно ее поддерживать и этим пользоваться. Может быть новый поворот какой-то вот в вашем деле. Если, допустим, у вас были плохие дела, то вот здесь вот есть возможность все восстановить, улучшить, на новый уровень вывести и так далее. Финансы. Выпадает карта крысы для рыб. Замечательная возможность для того, чтобы заработать на каких-то вот как бы мелких заказах, когда их много, да, то есть в любом случае сумма будет хорошая. Либо, допустим, если у вас зарплата, да, то может быть к ним добавится там премии, может быть еще какие-то там приработки, может быть на дому вы еще что-то делаете. Вообще вот и карта на дому заработка, да, очень хорошая. Кроме того, карта говорит о том, что могут быть и какие-то неправильные решения, связанные с финансами, траты. Потратите, потом можете расстраиваться. Либо, может быть, просто неожиданные какие-то траты, допустим, там на детей, на дом, на недвижимость, на хозяйство и так далее. Также карта говорит о том, что, ну, как бы, зарабатывать нужно деньги, то есть они просто так не придут, да, то есть трудиться нужно. Потрудимся, заработаем. Не будем вкладываться, не будет денег. Так, давайте теперь совет. В совет выпадает сердце. Карта связана с Венерой, с любовью.
То есть, ну, что мы подразумеваем под этим словом, вот все это должно быть важным, главным. Я вообще смотрю, вот в этом месяце практически у всех призыв к тому, чтобы хорошо относиться к своим близким, да, и ставить это в центр своей жизни. И у рыб вот тоже точно так же. Карта вот сердца, она как раз об этом говорит, что, может быть, у нас есть какие-то привязанности, да, может быть, у нас есть какие-то излишние как бы требовательность к своему партнеру, чтобы он был вот каким-то таким определенным, не принимаем его, допустим, таким, какой он есть на самом деле. То есть вот над этим стоит поработать. То есть карта, связанная с отношениями, с красотой, с улучшением нашей жизни, с комфортом, с отдыхом, с праздниками. И этому нужно уделить внимание. Также карта говорит о том, что, может быть, если в вашу жизнь входит любовь, если у вас тут какой-то роман, то нужно этому посвятить как можно больше времени, да, и как бы отложить какие-то другие дела, оставить только вот, ну, самое необходимое. Также карта заботы о других, заботы о чувствах других людей. Это тоже вот как совет. Дорогие друзья, желаю вам замечательного марта. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.